Здравствуйте, уважаемые! Сегодня мы разбираем урок номер 2. Бурабайдағы демалыс. Отдых в Боровом. Занятия проводятся по учебнику «Қазақ тілі». Издательство Алматы Кітап. 4 класс. Книга 1, раздел 1. Страницы с 6 по 7. На сегодняшнем занятии мы должны изучить вопрос «Қайда», если он соответствует по значению вопросу «где?» и научиться на него отвечать. Новые слова сегодняшнего урока. Жаңа сөздер. Аудан, район. Орталық, центр, центральный. Алыс, дальний, далеко. Задание 1. Это парная игра с соседом по парте. Перед вами таблица с 16 ячейками. В каждой записан вопрос. Подготовьте карточки с номерами от 1 до 16. Вы с соседом по парте по очереди достаете по одной карточке и отвечаете на соответствующий вопрос. В ячейке 10 и 16 вопросов нет. Вы должны придумать их самостоятельно. Мы подготовили вам ответы на вопросы и перевели все на русский язык. Сен қайда тұрасың? Ты где живешь? Мы можем ответить: Мен Алматыда тұрамын. Я живу в Алматы. Или назвать любой другой город или село. Сенің көшеңде ескерткіш бар ма? На твоей улице есть памятник? Менің көшемде ескерткіш бар. Да, на моей улице есть памятник. Или Жоқ, менің көшемде ескерткіш жоқ. Нет, на моей улице памятника нету. Кемені қай қалада жасайды? В каком городе делают корабли? Ответ может быть: Кемені Оралда жасайды. Корабли делают в Уральске. Сенің ата-әжең қайда тұрады? Где живут твои бабушка и дедушка? Мы можем сказать: Менің ата-әжем Өскеменде тұрады. Мои дедушка и бабушка живут в Усть-Каменогорске. Или, например, Менің ата-әжем ауылда тұрады. Мои дедушка и бабушка живут в ауле. Қай аймақта түйені көп өсіреді? В каком регионе выращивается много верблюдов? Батыс пен оңтүстік аймақтарда түйені көп өсіреді. В западном и южном регионе выращивается много верблюдов. Медеу мұзайданы қайда орналасқан? Где находится каток Медеу? Медеу мұзайданы Алматыда орналасқан. Каток Медеу находится в Алмате. Атырау қаласы қайда орналасқан? Где находится город Атырау? Атырау қаласы батыс аймақта орналасқан. Город Атырау находится в западном регионе. Или можно просто сказать батыста, на западе. Жеміс-жидек қай аймақта жақсы өседі? Где хорошо растут плоды садов и огородов? Жеміс-жидек оңтүстік аймақта жақсы өседі. Плоды садов и огородов хорошо растут в южном регионе. Фарида қайда тұрады? Где живет Фарида? Фарида Шымкентте тұрады. Фарида живет в Шымкенте. В 10 ячейке вопрос отсутствует. Мы должны придумать вопрос сами. Например, спросить у соседки по парте, где она живет. Аяжан, сен қайда тұрасың? Аяжан, где ты живешь? Мен Алматыда тұрамын. Я живу в Алмате. Или в каком-то другом городе. Марал қайда тіршілік етеді? Где обитают маралы? Марал шығыс аймақта тіршілік етеді. Маралы обитают в восточном регионе. Или можно сказать шығыс Қазақстан облысында, в восточной Казахстанской области. Өткен аптада киноға бардың ба? На прошлой неделе ходил в кино? Я өткен аптада киноға бардым.
Да, на прошлой неделе ходил в кино. Жоқ, өткен аптада киноға бармадым. Нет, на прошлой неделе в кино не ходил. Сенің кітаптарың қайда тұр? Где твои книги? Что можно ответить на такой вопрос? Наверное, к примеру, менің кітаптарым бөлмемде тұр. Мои книги в моей комнате. Или менің кітаптарым үстелімде тұр. Мои книги на моем столе. Жазда қайда демалдың? Где отдыхал летом? Мен жазда Бурабайда демалдым. Я летом отдыхал в Боровом. Сарыарқа қай аймақта? В каком регионе Сарыарқа? Сарыарқа солтүстік аймақта. Сарыарқа в северном регионе. 16-я ячейка. Опять нет вопроса, его нужно придумать самостоятельно. Например, Дина қайда тұрады? Где живет Дина? Дина семейде тұрады. Дина живет в семье. Напоминаю, что сегодня мы изучаем вопрос «қайда» в значении «где». Қайда? Алматыда, Оралда, Семейде, Шымкентте, Сарыағашта. Слова, отвечающие на этот вопрос, стоят в местном падеже жатыс септік. Для получения слова в местном падеже к основе слова добавляются окончания та, те, да, де. Выбор окончания зависит от того, какая буква стоит последней в основе слова, как это показано в таблице на странице 6. Рассмотрим конкретный пример. Слово «Алматы» заканчивается на букву «ы». Значит, окончание должно быть «да» или «де». Так как в слове «Алматы» последняя гласная твердая, значит, из двух окончаний «да» или «де» надо выбрать окончание с твердой гласной «а», согласно закону сингармонизма. Подробнее о законе сингармонизма мы рассказали в уроках грамматики казахского языка с Гарри Поттером на нашем канале. Задание второе. В диалоге слова с многоточиями нужно изменить так, чтобы они стали отвечать на вопрос «Қайда?» «Где?». Что у нас должно получиться? Диалог между Расулом и Медетом. Медет, сен қай жерде тұрасың? Мен Бурабайда тұрамын ғой. Жоқ, қай ауданда немесе қай көшеде тұрасың деймін. Кешір, менің үйім осы ауданда. Бөгенбай Батыр көшесі 4-ші үйде тұрамын. Алыс емес болды ғой. Медет, ты где живешь? Я же в Боровом живу. Нет, я имею в виду, в каком районе или на какой улице. Извини. Мой дом в этом районе. Улица Бөгенбай Батыра, 4-й дом. Недалеко получается. Задание третье. Ролевая игра по рисунку. Сперва прочитаем и переведем надписи на рисунке. Сәлеметсіз баға. Сізге қонақтар келді. Сәлеметсіңдер ме, балалар? Сәлеметсіз баға переводится «Здравствуйте, ага». Ага – это обращение к старшему по возрасту мужчине. Переводится как «старший брат». Сізге қонақтар келді. К вам гости приехали. Сәлеметсіңдер ме, балалар? Так мужчина поздоровался с детьми. Здравствуйте, дети. А теперь ролевая игра. Вы должны представиться Еркыну ага. Диалог может быть, например, таким. Сәлеметсіңдер ме, балалар? Танысайық. Менің атым Еркін. Здравствуйте, дети. Давайте познакомимся. Меня зовут Еркін. Сәлеметсіз бе, Еркін аға? Менің атым Аяжан. Мен Алматыда тұрамын. Здравствуйте, Еркін аға. Меня зовут Аяжан. Я живу в Алматы. Задание 4. Нужно прочитать текст и рассказать, как дети представились. Менің отаным Қазақстан. Екінші сабақ. Бурабайдағы демалыс. 4-ші тапсырма.
мәтінді тыңда, жүргізіп оқы. Балалар өздерін қалай таныстырғанын айт. Ассаламағалейкум аға. Сізге қонақтар келді. Ат арбамен қыдыртыңыз. Сәлеметсіңдер ме балалар? Ең сұлу жерге қош келдіңдер. Мен осы жерде бала кезімнен тұрамын. Танысайық. Менің атым Еркін. Менімен бірге қыдырыңдар. Еркін аға, менің атым Фарида. Шымкентте тұрамын. Менің атым Расул. Оралда тұрамын. Менің атым Дина. Семейде тұрамын. Здравствуйте, ага. К вам гости приехали. Покатайте их на телеге, пожалуйста. Здравствуйте, дети. Вы приехали в самое красивое место. Я здесь с детских лет живу. Познакомимся? Меня зовут Еркін. Давайте покатайтесь со мной. Еркін ага, меня зовут Фарида. Я живу в Шымкенте. Меня зовут Расул. Я живу в Уральске. Меня зовут Дина. Я живу в Семее. Последние 3 реплики в этом диалоге – ответ на вопрос, как дети представились. Они сказали свое имя и откуда они приехали. Задание 5. Нужно перечитать диалог и заполнить таблицу. В таблице мы отвечаем на вопросы, в каких городах и в каких регионах проживают участники диалога. Медет и Еркін ага проживают в Боровом. Это северный регион. Фарида в Шымкенте. Южный регион. Расул в Уральске. Западный регион. Дина в Семее. Восточный регион. Урок закончен. Благодарю за внимание. До скорых встреч!